Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет эксперимент. Попробуем дать козьего молочка парного, только что привез, только подоили. Взял своего, которого буду себе оставлять. Сейчас его взвесим и попробуем покормить. Посмотрите, какой красивенький он, какой хорошенький, какой маленький, да? Какой, посмотрите на него, красавец. Медвежонок. Сейчас пойдем, да, медвежонок, тебе пробовать козье молочко дать. В принципе, плотненький, хороший, кушает. Ну, попробуем так добавлять будем. Так, ну, можешь, в принципе, снимать. Это взвесим, этот поменьше, по-моему, весил. Что это такое? Так, стоп. Что за наклацал здесь, блин? Маленький малыш. Что такое? Медвежоночек. Маленький. Аккуратно. Погладь, погладь, не бойся, погладь. Только аккуратненько. Так, давай. Дядя. Ой, покакал. Ой, покакал, блин. Да ёпарасоте. Малыш, ты набрал? Набрал 100 грамм. Больше даже, 110 за вчера. Сколько он сейчас весит? Почти килограмм 200. Так, ну что, я снимаю. Попробуем тебя. Ты малыш такой. Ты такой малыш, да? Что он, мне кажется, холодную. Так, на весы. Так. Пробуем. Ой, ты какой. Пробуем. Пробуем. Что, тебе не нравится козье молоко? Ну-ка, еще. Ну-ка. Сейчас надо немножко его. Тут большая, конечно, это. Вот так хоть облизывает, слушайте. Да, козье молочко вкусное. Конечно, не мамкино, но кепку снять. Стой. Не, кепку не буду снимать. Летина. Что такое? Что за забастовки? Ты ревнуешь? Куда ты мне в рот палец суешь? Давай. Чуть-чуть давай еще. Хотя бы привыкай к молочку козьему. Он не голодный, наверное. Луя сейчас кормила. Да? В принципе, если... Внутри Мелитины тоже кормит. Угу. Не, они не это. Не хотят. голодные. Маловато еще, скорее всего. Он спит. Ты спишь, слепыш? Вот такой эксперимент. Не хочет. Не хочет. Не голодный. Понятно, если часа 3 бы он не ел, может 4, конечно, он бы залпом здесь бы, как это делали волчата. Они прям это... Ты ее хочешь одеть, она хочет одеть кепку, походу. Да, я тебе сейчас одену ее, подожди. Погладь. Вот так. Довольная. Ты что такая довольная? А? Кепку одела? Папина? Что? Что? Ого. Тебе кепочку надо купить, да? Шапки ты не любишь? Да. Ну вот так вот, в общем. У нас этот малыш молочко козье не пьет так. Можно просто подогреть. Слышишь? Я думаю, что он просто не голодный.
Ну, слушай, он прохладный, просто молочко. Давай чуть-чуть попробуем подогреть. Ну, можешь останавливать. Чуть-чуть молочка подогрели, сейчас посмотрим, как. Может, из-за того, что прохладненькое было, он не это... Так, лапки сюда давай. Ну-ка. Ой, какая вкуснятина. Ну что ты? Не хочет. Не хочет наш светлячок, да, пить? Не хочешь. Вот так вот. Нет. Сейчас будут говорить, что ты его светлый назвал. Да нет, не светлый. Хотя, кстати, все говорили про светлого Андрея, типа, как он отреагировал, как он себя повел в этом. О, смотри, тянется. Или нет? Нет. И мне Андрей сказал, ну, будет еще один волк или там питомец, назовешь его еще раз светлый. И все, как бы, ну, не было такого, что там... Ну, посмотрим по именам. Кто-то предложил якутские имена, потому что от якутского волка. Не, вы малыши, короче, они еще. Надо подождать до 2 недель, еще, как говорил, дней 5. Весь измазался. Да. Можно будет. Я тоже весь измазался. Можно будет подкармливать. Там они сами будут хватать эту соску. Просто я еще лет 6 назад мне кое-какой человек сказал, что чем дольше соски находится волк, ну или гибрид, тем он больше к тебе привязывается. Вот, если даже и были такие до 3-4 месяцев с бутылки давали молоко сосать, и они привязываются, ближе к тебе становятся. Вот, поэтому это тоже очень важный такой процесс, особенно гибридов высокопроцентных. Ну, посмотрим, может быть, в бытовочку заберу, буду ночевать с ними, вот так вот на ночь брать, когда им будет уже, может, 3,5 недели. По очереди буду брать, да, ночевать. Но я сейчас, кто у нас хочет приобрести их, сказал, что желательно прям в месяц уже их забрать, месяц и неделя максимум. Да? Да. Ты тоже иди сюда. Вот оно. Вот так ручкой. Вот, во. Дальше вот так ручкой. Ой, какая-то жесткая. Ушки. Ушки. Ушко. Ухо. Ухо. Угу. Смотри, как прижался ко мне, лежит у меня. Угу. Не выдирается, не орет, не пищит, все хорошо. Прям Я сейчас хорошо. девочку еще принесу, может девочку попробуем покормить. Может девочка будет. Черный носик. Интересный окрас. Вот самого светлого я как раз себе и оставляю, потому что он самый светлый. Вот, и девочку темненькую. Ну, посмотрим по девочке. Если найду хозяина, прям, чтобы я смог контактировать дальше с ним по договору, то, может быть, и отправлю девочку. Если не найду такого человека, конечно, здесь в парке мне нужна девочка. Такая тоже. Вот они богато одеты, смотрите, как маленькие, как в арктическом типе. У нас была Ария, тоже вот такие вот. Можно даже сравнить, где-то фотки есть, если у меня будут, я вставлю эти фотографии сюда. Вот ты маленькая. Молодец. Вот мальчик. Ну, волчата прям волчата. Кукла. Они широкомордные такие, прям широкие, видно, что мальчики сразу. Да, надо девочку принести. Вот сурикатик маленький. Ага, слушай, с этой стороны как сурикатик. Да, сурикат. Сури тебя, наверное, назовем, да? Сурикатик наш. Ну, когда вырастет, скажи, не будет сурикатом. Вот он какой. Вот это самая
счастье, когда вот такие малыши, и ты их можешь потискать, потрогать, с ними понежиться. Я думаю, у нас предоставится такая возможность нашим дорогим волонтерам, так как они у нас постоянно нам помогают, заботятся тоже о парке, когда у нас есть дни. Я думаю, может, через недельку или две, наверное, через две, я приглашу на День волонтера всех и вот попробую забрать бытовку. И в бытовке все с ними натискаются, нафотографируются. И вот, в принципе, я думаю, получат много позитивных эмоций и счастья от этих вот маленьких наших малышей. Вот. Попасть в группу волонтеров, естественно, новичков уже не добавлю в этот раз, а уже после этого случая добавлю. Потому что так будет нечестно. Кто постоянно помогает, тому и достанется такая возможность. А так, конечно, пишите потом в WhatsApp по номеру, добавлю. Кто хочет помогать парку, кто хочет участвовать. Вот он какой маленький. Вот такая социализация, она обязательна с самого детства, чтобы они чувствовали еще слепыми, что их человек трогает, их голоса вот детей вокруг. Это тоже очень обязательно. Что волчат, что гибридов, что воллендов даже, потому что волленда волчья кровь, она все равно ярко выражается в некоторых особях, и это нужно немножко, как сказать, адаптировать их всех. Поэтому вот такая социализация каждого вообще должна такая быть, каждого. Ну, я беру каждого. Вот девочку вчера только не взял. Вот сегодня девочка на очереди у нас будет. Это никакие малыши. Должны быть огромными, просто огромными. Да? Пацаны особенно. Ух ты, икает. Уже и реснички есть. Красавец. Ну что, принес я девочку. Девочка. Миниатюрная, маленькая. Ух ты. Смотри, как сжимается. Красотка. Пытается глаза веками шевелит. Да? Ну давай попробуем тебя покормить. Будешь? Нет, им после каждой кормежки массажик нужен живота. Ну-ка. Ну-ка. Слушай, они вообще, походу, не голодные. Ух ты. Че, молочко? Скажи, малышка я еще, да? Но это более такая, живчик такой. Жук-жук-жук-жук, все шевелится. Да? Глистастая, походу. Глистастая. Луя у нас перед родами там за месяц начала жрать этих всяких. Смотри, какая. Какой живчик. Ты куда убегаешь? Дорогие друзья, еще хотел сказать по поводу рабочего. Парк волков требуется рабочий. Зарплата 40 тысяч рублей. Пишите мне также свои кандидатуры на WhatsApp. Буду рассматривать. Все, всем спасибо. Всех жду. Ну что, дальше попробуем ее. Она что-то это... Где? Ну-ка, давай. Ну-ка. Смотри, Мелитина как кушает. Смокчет из бутылочки. Да, он кушает. Ну так, облизывает больше, я бы сказал. Слушай, от того так не пахло, как от этой. От этой прям чувствуется, что, походу, глисты у нее есть. Ну ничего, сейчас поберем. У нее тоже такая плотная шерстка, что она мокроватая. Скажи, описали тебя, наверное? Более такая дикая, что ли, я бы сказал бы. Слушайте, ну здесь прям вот черная шерсть, здесь серенькая. Ну не серенькая, а такая белая, как вот у этих волков. Как у чернички. Как у вот черники. появляется вот этот седовласый такой. Да. Интересно просто, будет полностью серый, не будет. Нам Ольга сказала, что будут полностью серые. Ну посмотрим к месяцу, какие будут. К месяцу уже видно будет. Но вот эти, видите, прорезы серенькие. И лапки тоже. Вот тут 2 беленьких на катках, 3. А нет, тут везде черненькие, светленькие. Тоже широкомордная такая волчья голова у нее.
Вот здесь вот прям черная, вот. Прям черная, ничего серого нету. Вот, черный. И подшерсток, смотрите поближе, вот. Черный. Нету вообще серого. Вот здесь чуть-чуть серенького, вот здесь, вот здесь, вот здесь. А здесь вот черная. Как она изменится окрас? Я не знаю, мне кажется, и будет такой черный. Я ставки ставлю, что, скорее всего, будет черная. Хотя, все может быть. Ну, будем ставки такие. Или такой пегий такой. Подпалый пегий. Окрас. Ну, снова на руках. Нравится, что тепло, скажи, да, девчушка? Вон кончик, смотрите. Чуть-чуть вообще, вот прям, вот тут беленький. Все остальное черное. Ну все, скажи. Скажи, ой, спасибо, спасибо. Ей такое нельзя, Валентина. Слушай, ну все тогда. Все, всем спасибо за внимание. Эксперимент прошел нормально. Чуть-чуть полокали, так пооблизывали. Я думаю, чуть попозже. Еще 5-7 дней тогда ждем и пробуем через 5-7 дней. Делать это будем для того, чтобы поближе стать к нашим волчатам, гибридам, чтобы была связь максимальная. С детства, вот как Сари на бутылочке кормил ее. Ох ты, рычит. Рычит, ничего Да, себе. ох ты какая. Против шерсти погладил. Да, ох ты какая. Да. Не нравится ей, смотри. Тому нравилось, это такая. Да. Да. В общем, кто у нас? Лорд еще, сосочники, но все равно проявляется. Лорд, он не прям ручной такой, но очень любит, кстати, меня. И к людям некоторым тоже нормально относится. Но в основном он, кстати, прогоняет всех. Такой батя стал. А так вот сосочники, в основном, если с ними поработать, очень благоприятно потом показывают себя. Ну и кто заберет, тоже советую. Вот кто заберет у меня их, советую также соски пробовать их до талого, чтобы была связь максимальная. Потому что звери серьезные. Это волк больше, чем гибрид даже, я бы сказал бы так. Поэтому серьезные особи. И тут нужен подход максимально строгий. Максимально в плане мне отбора строгого и максимально серьезно к этому ко всему подойти, чтобы потом не было у нас исходов неприятных. Давай тебя взвесим, девочка. Давай тебя взвесим. Посмотрим, кстати, сколько мы ее вчера не взвешивали. Давай, снимай. Опа. Мне кажется, слушай, ты крупненькая девочка. Да, килограмм 104. Нормально. 8 дней. Или 9. 8. Сегодня 8-й день. 8-й день, да. 8-й день тебе, девочка. Хороший вес у тебя. Надо сравнить с Арией. Не убирай, не убирай. Какие у вас веса. Давай лапку сюда, вот так. Красавица моя. У нас гималайский медведь ты, да? Мишка, вот такой же этот мальчик красивый. Мальчик мой большой. Где? Давай я тебя уберу. Давай, не нравится тебе. Не нравится тебе. Иди сюда.